Сегодня мы проводим вторую панельную дискуссию, посвященную территории роста стратегии социально-экономического развития, то есть, образно говоря, посвященную нашему селу. Это важнейшая тема, которая волнует нас, потому что сегодня села обезлюдивают. Надо понимать, что это вопрос, который нашего будущего развития. Хотел бы всех поприветствовать. В нашем зале сидят представители правительства, депутаты, гости, члены общественных и политических организаций. Всех мы вас приветствуем и рады вас видеть. Я надеюсь, что многие из вас примут участие в панельной дискуссии. Вообще форум, вы знаете, что это гражданский форум, который проводит Общественная палата, он состоит из 3 частей. Мы сегодня вторую часть проводим, потом будет 3-я часть, и, наконец, будет общий гражданский форум Республики Абхазия. Называется форум, у вас там везде видно, «Диалог, согласие, развитие». Хорошее название. Я думаю, что мы придем и к диалогу будем, и к согласию, и надеюсь, что результаты форума дадут нам развитие. У нас присутствует гость из Омской области, из Омска, Сербина Ирина Владимировна, член Общественной палаты Омска. Я так надеюсь, что она тоже выступит и даст нам определенное направление развития. И сейчас я хотел бы предоставить слово Агрова Давуту Валентиновичу, председателю комиссии по экономике, который готовил весь эту часть, занимался этим вопросом. Прошу. Спасибо, Александр Викторович. Взема, Жюри, Айко, разыграла фото, сделала ответ на жарко. Зеркально сначала стала хыток рискуп, хыток жирай скуп, а хыток рыхчер рискуп. Шаг до лепш, хыток шагутный хаму вапсор, шагутный хаму пера харан милат айчка убракунбе. Хелбим стала пошла шахтаху крахи на социальная экономика вчера старого. Вал аигу привыкшим, а проблема вал аигу зашившая ручным грабунки хабхи пеха экспертша занат упрямую здоров ширгина шканага ахартаху стала кухарта школу и ухтакрыл ахтача ахтулича собранага приход. Нас чуть обшарам тахават, прижем утра ара ямиште хайсу хайбат лохта, чтобы было до старого, и так было, а дискуссия произошла. Добрый день, дорогие друзья, участники сегодняшней дискуссии. Приветствуем вас. Мы сегодня будем говорить по теме территории развития, социально-экономического развития наших территорий, наших сел. Почему мы решили поговорить об этом? Мы считаем, что это ключевой вопрос в развитии нашего государства, и он является одним из основополагающих, так скажем, одной из основополагающих частей нашего гражданского форума, который мы хотим провести 12 марта. Тема серьезная, она глубинная, наверное, по всему мы не сможем сегодня поговорить, но ключевые вещи все-таки мы проговорим. Прежде всего, это связано с институциональным развитием наших сел, ролью местного самоуправления в развитии территорий и инициативы жителей сел в развитии своих территорий, развитии своих сел. Для этой дискуссии мы сегодня пригласили экспертов в области сельского хозяйства, в области развития сельских территорий. Я хотел бы предоставить им слово. Дорогие гости, сегодня мы присутствуем на столь важном ответственном мероприятии, и хотелось бы выразить слова благодарности за приглашение и Давуту Валентиновичу Агрова, и всему составу Общественной палаты. Спасибо большое за доверие, которое вы нам предоставили. Я очень надеюсь на то, что сегодня действительно у нас будет дискуссия, а не наши монологи, наши выступления. Сегодня это не конференция, поэтому очень хотелось бы действительно подискутировать на тему того, насколько важно в нашей стране развитие территорий, развитие сел нашей страны, насколько мы зависим от того, каков будет уровень развития наших сел сегодня и в будущем. Одним из стратегических направлений развития Абхазии является территориальное развитие.
так как оно прежде всего предполагает сохранение традиционных ценностей, рост экономики сел и районов с использованием уникальных природно-климатических ресурсов и экологически чистой среды обитания, рациональное использование сельскохозяйственных земель, инфраструктурных объектов, уникального историко-культурного наследия. Национальная идеология нашей страны не может родиться в городе. И село сегодня нельзя рассматривать как подсобное хозяйство, исключительно как подсобное хозяйство. Села Абхазии – это наша комплексная безопасность, демографическая, экологическая, продовольственная, военная. Какими мы видим наши села сегодня и в будущем? Села Абхазии – это питающий корень социально-экономического развития и культурно-нравственных устоев нашей государственности. Потому наша задача – сохранить и развить культуру, традиции, обычаи, язык. Следовательно, стратегической целью развития района, в том числе и сел, является повышение уровня и качества жизни населения и создание благоприятных условий для экономического роста. Для достижения стратегической цели необходимо сохранение и развитие культурного потенциала наших сел, сбалансированное территориальное развитие. Мы с вами знаем, что, к большому сожалению, территории Западной и Восточной Абхазии, они существенно отличаются друг от друга, существуют серьезные дисбалансы, диспропорции, поэтому мы должны стремиться к выравниванию этих диспропорций. Повышение инвестиционной привлекательности сел и районов Абхазии. Каков сегодня образ жизни сельчан и как они поддерживают свое существование? Вы знаете, тезисы, которые мы заявляем, и выводы, которые мы делаем, это не просто вещи, которые рождаются в кабинетах, на кафедре национальной экономики или в Центре социально-экономических исследований. Это те вещи, которые мы услышали непосредственно от людей, непосредственно на полях, непосредственно в селах нашей страны. Сегодня наши села сталкиваются с рядом проблем, среди которых демографическое старение сельского населения и отток молодежи из сел в города и даже обезлюдение сел. Внутренняя миграция, в том числе утечка специалистов из сел. Зачастую мы, работая со студентами, мы спрашиваем, а где вы будете дальше работать? Вы заканчиваете университет, получаете хорошие специальности, в том числе агрономов, технологов и так далее. Но люди почему-то не ассоциируют, и наши выпускники не ассоциируют свое дальнейшее проживание и нахождение в селах, там, где они родились и выросли, откуда они вернулись, потому что нет возможности для того, чтобы обеспечить себя работой, занятостью, поэтому они мигрируют в города, к большому сожалению. Следующая проблема – это неравномерное социально-экономическое развитие поселений, снижение реальных доходов населения и безработица, слабая социально-экономическая инфраструктура, недостаток собственных финансовых ресурсов для развития, высокая степень износа основных фондов и низкий уровень инвестиционной активности. Конечно, дать однозначный ответ на решение поставленных задач, на решение существующих проблем сегодня очень сложно. И одному человеку очень сложно, и какому-то научному институту тоже очень сложно это сделать. Поэтому, знаете, одной из главных задач в перспективе является прежде всего возврат к традиционным ценностям, где сельская идеология должна поддерживаться достижениями научно-технического прогресса и какими-то инновационными подходами. Сегодня есть множество новых подходов к развитию территорий. Вот одним из них является кластерная форма пространственной организации. Наверняка вы все знаете, что это такое, просто буквально в двух словах. Когда активное взаимодействие власти, бизнеса, образования и науки может создать определенный имидж территории, создать бренд и условия для инвестиционной привлекательности.
Села Абхазии географически расположены таким образом, что они могут быть очень тесно связаны друг с другом. Одна локация может вытекать из другой, другая из предыдущей. И поэтому вот нужно просто найти пути взаимодействия между этими селами и попытаться выйти на какое-то устойчивое развитие. Вы знаете, вот это взаимодействие кластерное может дать определенный импульс в оживлении сел нашей страны, а в качестве инструмента реализации может стать инициативное бюджетирование, то есть вовлечение граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территории, так как население территории должно лично участвовать в решении проблем, подготовке инициатив, софинансировании и контроле. В фокусе проблем в основном это местная инфраструктура, благоустройство территории, ремонт дорог, освещение, водоснабжение, спортивные площадки. Более того, особая роль отводится сельским школам, так как они должны выступать сегодня не только образовательным, но и воспитательным, социокультурным центром. Их деятельность связана с жизнедеятельностью села, и школа влияет на решение множества вопросов жизни на селе. 2026 год объявлен президентом нашей страны годом села. И мы абсолютно уверены в том, что это не просто лозунг, это глубокое понимание необходимости сохранения и развития сельских территорий. И потому я думаю, что в скором времени по поручению президента мы приступим к пилотному проекту паспортизации 2 сел Абхазии с изучением потенциала сел, трудового, природно-ресурсного, капитальных ресурсов, изучения этих сел, с тем, чтобы сами жители, проживающие на той или иной территории, могли определить проекты, направления своего развития и даже источники финансирования. Поддержка сел и его население сегодня должны стать национальным проектом. Не случайно наш форум сегодня носит название «Диалог, согласие, развитие», да, потому что именно через диалог, то есть через взаимодействие различных структур и групп, мы придем к определенному взаимодействию и постепенно, поэтапно выйдем на пути устойчивого развития. Вот сегодня у нас присутствует здесь амбассадор Союза женщин России Ирина Владимировна Сербина. Кроме того, что она гость из Омска, она очень известный человек в России. И знаете, у этой очень интересной организации Союза женщин есть лозунг: «Наша сила в единстве, наше богатство в многообразии». И вот мне хотелось бы перенять эту эстафету и распространить ее на наше сегодняшнее мероприятие, потому что в единстве мы сильны, мудры и многообразны. Спасибо большое. И я с большим удовольствием приму участие в дискуссии во второй части нашего мероприятия. Благодарю. Добрый день, уважаемые присутствующие. Рада видеть вас и рада присутствовать здесь, и что у меня есть такая возможность представить тот вопрос с той стороны, как я его вижу. Вот какой вопрос? Население нашей республики, по последним данным, составляет более 240 тысяч. Да? Но мы знаем с вами, что в данную категорию нашего населения входят разные группы. И одна из групп – это лица с ограниченными возможностями здоровья. По последним данным, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 2742 человека. Вообще инвалидов 3800, детей 748. Хочу обратить ваше внимание, что эта группа людей составляет до 10% нашего сообщества. Как бы мы ни называли это лицо, лицо с ограниченными возможностями здоровья, инвалид, лица с особыми потребностями, как бы мы его ни называли, в любом случае это та группа, которая требует от нас особого внимания. Что значит особое внимание? Ну, наверное, это консолидация наших усилий для того, чтобы человек достиг самой высокой своей точки, самореализации. Какой бы он ни был нацией, какой бы ни был религией, вероисповедания, какой бы он ни имел опыт работы, любой человек всегда хочет реализоваться как личность. Поэтому, на мой взгляд,
Мы должны рассматривать эту категорию достаточно глубоко и создавать условия для того, чтобы она достигла этого эффекта. Конечно, нужно отметить, нехорошо сравнивать, но все-таки я этот метод буду сейчас использовать. В отличие от многих других стран, Абхазия, Россия, у нас есть другие истоки. Какие? Гуманные. Никогда к этой категории людей на территории наших государств не относились негативно. Если мы сейчас с вами обратим внимание на существующие классификации, то всегда говорят о том, что первый этап – это агрессия, нетерпимость. Не было такого у нас никогда. У нас никогда не было агрессии по отношению к людям с нарушениями в развитии. Но это не говорит о том, что мы с вами достигли результата. В отличие от многих других стран, мы стоим с вами всего лишь на 4-м предпоследнем этапе. А самый последний этап – это этап самореализации. Генезис отношения к инвалидам прошел путь от уничтожения к социальной интеграции. Да, вначале это были религиозные взгляды, медицинское сопровождение, но суть всего – это социальная сфера. Ну, вопрос. Конечно, группы инвалидов по инвалидности, 3 группы мы с вами это знаем, и все по-разному могут участвовать в самореализации, но есть те люди, которые пытаются это сделать. И наша задача – это поддержать. Что значит это сделать? Социальное предпринимательство, о котором сегодня уже говорили, несколько раз затрагивали этот термин, оно, конечно, присутствует в нашей жизни с конца 19-го, начала 20-го столетия, но в отношении законодательных вопросов, нормативно-правового регулирования и включения сообщества не более 20 лет. Это очень молодой опыт. Да, конечно, есть некоторый отрыв между государственными стандартами и социальной практикой, практикой общества, но вот наша задача это объединить. Вы знаете, что пандемия нанесла серьезный ущерб, но в ней был очень хороший плюс. Какой? Она укрепила онлайн-связи. Почему вдруг перешла к этому вопросу? Потому что на территории достаточно продолжительное время, более 15 лет, Гулрипский район сотрудничал с Омской областью в отношении укрепления общественных связей. А во время пандемии организации российских соотечественников, которые здесь работают, в лице Пицевич, Пигарь, Романенко, ваши покорные слуги, мы решили все-таки активизировать эту работу. И что мы сделали? Мы в режиме онлайн начали работу, совместные круглые столы и консультации с представителями Омской области, которые являются ведущими в сфере социального предпринимательства Российской Федерации. Нам было интересно понять, как это происходит. Для нас это было очень ново, непонятно. Итогом, кульминацией всего этого был в прошлом году проведенный круглый стол, он был в Доме Москвы, куда были приглашены члены общественной палаты, руководители инициатив таких общественных. И мы очень рады, что это была та точка отправная, которая позволила нам объединить усилия. Социальное предпринимательство. Усилия кого? Чьи усилия? Это усилия общественных организаций, бизнеса и государства. Ни одна из этих структур сама по себе жить не может. Социальный предприниматель – это предприниматель, деятельность которого направлена на удовлетворение нужд социально уязвимых групп людей. И либо социальный предприниматель – это тот, кто сам считается инвалидом. Конечно, в Абхазии существует такая практика. Вне зависимости от того, мы знаем, не знаем, что это такое, практика существует. Хочу привести вам пример социального предпринимателя Зарандия Давида Валерьевича, село Меркула. Он инвалид, нарушение опорно-двигательного аппарата, но это не помешало ему реализовываться как бизнесмену. У него своего производства, искусственного камня, белясин и так далее. Очень отрадно видеть, но мы с вами прекрасно понимаем, что если обычному человеку нелегко, то как сложно лицу с инвалидностью. Что мы можем сделать? Мы должны создать условия
для того, чтобы социальный предприниматель чувствовал себя более комфортно и устойчиво. В первую очередь нужно дорабатывать нормативно-правовую базу. В прошлом году, в октябре месяце, у нас была вторая поездка, которая была поддержана членами нашего правительства. Хочу сейчас выразить благодарность Вараздату Мелконовичу Минасяну, Делу Владимиру Валерьевичу, которые поддержали инициативу. И в качестве делегатов мы были отправлены на форум. Отрадно, что на этом международном форуме была представлена и наша республика. Да, конечно, пока не на основе официальной, но я имею в виду, мы не можем говорить о законодательной базе, но мы можем показать, что у нас есть внутри. Так вот, эта поездка позволила нам, во-первых, сплотиться друг с другом, нашим делегатам, увидеть, что мы все с разных сфер мы можем действовать по одному и тому же направлению. И вот одним из наших делегатов был представитель министерства, в руках которого как раз-таки находится закон о мелком и среднем предпринимательстве, в который необходимо вносить статьи по социальному предпринимательству. Вторым нашим итоговым шагом было создание Центра социальных инноваций Республики Абхазия, который позволит что сделать? Объединить социальных предпринимателей, создать единую базу социального предпринимательства и использовать имеющиеся ресурсы, которые сейчас у нас создаются в виде там, грантов, поддержек и так далее, для обучения социальному предпринимательству. Потому что инициатива, самореализация – это хорошо, но надо знать как. Как это создавать, как это продвигать, как это масштабировать. И вот мы очень надеемся, что эти направления будут поддержаны и вами как сообществом, представителями власти наших структур. Да? Ну, это действительно очень сложный вопрос. Вопрос сложный, но мы надеемся, что этот вопрос привлечет и ваше внимание. Да, у меня больше нет, на этом доклад закончен. На самом деле, если людям с ограниченной возможностью тяжело в городе, то все мы представляем, какая ситуация. И тут немаловажно, конечно, активное участие инициативных граждан, предпринимателей в рамках социального предпринимательства, о котором вы говорили. В общем, вопросов очень много. Тут я хотел бы еще отметить из выступления Ирины Владимировны, то, что вот в этих процессах ключевое там было сказано, это экономия бюджета была там, да, Ирина Владимировна, на сколько-то там миллионов рублей. Я думаю, что это тоже благодаря тому, что были правильно расставлены акценты, и руководство, власть увидела, что граждане могут участвовать в процессах софинансирования тех или иных проектов, которые они считают важными у себя на местах. И тогда уже государство тоже смотрит на эти вещи по-другому, то есть оно уже понимает, что нужно включаться в процессы полноценно и законодательно, может быть, нормативно регулировать такого рода процессы. Следующим выступающим у нас будет Канки Фатима Абрамовна, директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, кандидат юридических наук. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Позвольте выразить благодарность организаторам данной площадки, потому что, я думаю, есть абсолютное согласие на предмет того, что все острые проблемы надо решать, договариваясь в процессе переговоров и достигая согласия. Я сегодня, готовясь к мероприятию, с утра оказалась свидетельницей такого небольшой сцены, которая повернула как бы немножко мое видение того, как бы я хотела здесь выступить или о чем бы я хотела сказать. Утром ребенок готовился в садик, и я оказалась свидетельницей такого диалога, что 5-летний ребенок говорит: я хочу взять эти конфеты в садик, говорит маме. Мама говорит: конфет не хватит на всех детей. Воспитатель сказала, что нельзя приносить ничего с собой в садик меньше того, чтобы хватило на всех детей. Изумление на лице ребенка меня просто, знаете, как-то очень сконцентрировало мое внимание. Я глубоко удивилась тому, она действительно осознала, что как болезненно могут реагировать дети на несправедливость. Потому что вот здесь как раз-таки это был акцент на то, что
На самом деле это социально болезненное явление, когда человек сталкивается с несправедливостью. И поэтому я хотела бы сказать, что мы можем, конечно, говорить о многих проблемах, и проблема, связанная с социальным предпринимательством, это тоже ответ на то, что мы, вступив, и я думаю, есть специфика переживания вхождения в современную цивилизацию для Абхазии, в том смысле, что этот переход в ожидании людей, которые боролись за независимость своей страны, они прежде всего ожидали как достижение того, что они будут жить в очень справедливом обществе. И это видение пришло в противоречие с тем, что мир несет в себе в современных условиях. А мир несет в себе признание и приоритетную ценность института частной собственности. Исходя из того, что есть, конечно, безусловно, культурная специфика в каждом регионе, и я думаю, что есть особенность в кавказских культурах, что иногда гордость не позволяет говорить о том, что кто-то, может быть, в чем-то нуждается. Но я думаю, что вот этот эпизод с ребенком заставил как бы меня, думаю, что надо сказать о том, что мы живем в эпоху, когда Абхазии надо дать свой собственный ответ на то, что если это общество, экономика, экономическая эффективность, они связаны с предпринимательством, то как-то это все надо уравновесить в видении мира. И без этого уравновешивания, собственно говоря, затрудняется движение вперед, потому что мы видим и мы сталкиваемся с периодическими процессами дестабилизации в целом в обществе. Поэтому и очень важно, что здесь сегодня присутствуют и представители власти, и широкой общественности, и органов местного самоуправления. И особая признательность тому, что присутствуем мы, представители академического сообщества, потому что я думаю, что серьезная доля ответственности ложится и за то, какие перспективы и как будет осуществляться развитие на ту часть, которую мы себя относим, и это, безусловно, академическое сообщество. Я также хочу сказать, что, может быть, я сказала, может, кажется, что это грустно, но я хочу вывести на очень серьезный позитивный момент, и он связан с той темой, о которой мы сегодня говорим. Действительно, село – это исток культуры. И в культуре есть очень много ответов на запросы. Баланс того, чтобы уравновесить частное и публичное, да, и мы понимаем, что в таких условиях экономического развития, которое сегодня главенствует, преобладает на земном шаре, получается, именно индивидуальный интерес берет вверх. И как же его уравновесить с публичным, с социальным интересом? Ведь и то, о чем сегодня говорили мои коллеги, это как раз-таки ответы в разных сферах на то, как осуществить как добиться этого баланса, без которого общество не может двигаться и развиваться. Я думаю, удивительным образом мы, в общем-то, говорили о том, что в политико-правовой сфере есть опыт, переданный из поколения в поколение, заключенный в гербе. Но удивительно, что такое понятие, такая ценность, которая указывала бы путь на достижение этого баланса в культуре, содержится в понятии Айзерхара, которое мотивирует человека на приращение. На приращение, как на уровне приращения к очагу, как на уровне частном, так и приращение в смысле социальном, государственном. Я думаю, что когда мы говорим о сохранении традиционных духовных ценностей, нам всегда надо помнить об очень выразительном мнении или выражении тезиса, который заключается в словах о том, что традиция – это огонь, это передача огня, а не пепла. И я думаю, именно с этой точки зрения мы должны говорить. И все эти моменты, которые связаны с рассуждениями, я думаю, что организаторы мероприятия могут сказать, что я увожу в какие-то заоблачные, очень, может быть, теоретизированные
мысли, но я думаю, что это очень важно, это основа видения, философии, без которого двигаться невозможно. И эти моменты должны лечь в основу, как то, что мотивирует к активному действию и с точки зрения социального предпринимательства, и с точки зрения, может быть, достижения не только вообще в бизнесе, и в политосфере и так далее. И все эти моменты должны ложиться как в качестве основы. Здесь уже с юридической точки зрения хочу обратить внимание на принятие закона в 2023 году о стратегическом планировании. И я думаю, что разработка различных программ, в том числе включая, безусловно, и сел, должна включать и эти моменты. И чтобы эти программы, они должны стать реалистичными. Но чтобы они были реалистичными, я думаю, что максимально сообщество должно принимать участие в процессе их разработки, в том числе в лице академических структур непосредственно Абхазии. И даже если возникают ситуации, когда нам могут смело сказать о том, что, может быть, в наших не столь многочисленных, в частности, я в своей структуре скажу, которую я сейчас представляю, Институт экономики и права, не столь многочисленным с профессиональной точки зрения, не так много штатных единиц, сотрудников и так далее, но я думаю, что все равно надо опираться на собственную науку и вовлекать в разработку соответствующих программ. И уже именно академические структуры сами должны решать в случае дефицита каких-то знаний и специалистов, чтобы сами академические структуры привлекали таких специалистов. Я думаю, достаточно. Спасибо за внимание. Хатырском Гули Михаил Ипха Ауажа Палата Хулас Визигибы Липо Яха Яшич Фалахоза Псаталат Фахоза Яха Хазку Шухазара Акатум Хамият Хал Курдза Расита Хоза Уяширей Уяс Хазихер Риску Абизиги Елтану и того пошизник исход Хейби Уазги Уазаши Катам Хами Сканги Аладойра Хами Аха Яхей Шамач Филипши Крацвика Ядхам Балайши Вака Сикала Зубрёк Хкатапа Айжрейшу Яжи Ачар Ашкол Ялго Ейхану Акалак Перхицо Уизозе Мчилы Взан Кулоусда Расита Хозе Аха Аршера Аве Анклараве Яхто Ауслив Гатваш Земирка Сара Эхипызавай Гесукурджа Сара Занатла с агрономом, с экономистом, если они совершил Хапакота Пстазара, Уанзиги, Сажизерубьягу, Абьярзисубьёк, Юхопа Банагарка, Абрикота Лхамиджа, Аусура, в цивилизации Халы технологично сахасившу Лехаха, Аусура Тыпка, Выкадзамка, Акатапарджа, Ибналана, Акалак Пархицота Гивача. Ахасара Бранска Шелсакарскаху, Абригана Шала Юхо Абанага. Урыс Шаласакшо, Исфахет, Сныком Гюин, Бисукулар Исфахет, представив себе абхазское село будущего. Каким оно может стать? Развитие технологий и цифровизации сельского хозяйства могут привести к сокращению рабочих мест. Не означает ли это, что село обречено, что его жители еще активнее поедут в города? Сокращение сельхоззанятости – это объективный процесс. Но село не обречено. При условии диверсификации сельской экономики, когда высвобождаемые из аграрного производства люди не становятся городскими мигрантами, а находят рабочие места у себя дома и в других отраслях. Именно такую стратегию
реализуют многие государства в рамках своей аграрной политики. Существуют многие государства в рамках своей аграрной политики. Существует 3 основных способа повышения уровня занятости в сельском хозяйстве, в селе. Первый из них – это связан с расширением спектра производства самих сельхозпроизводителей. Ну, создали, скажем, агрофирм и так далее, различные отрасли сельского хозяйства. Это первый способ, который позволяет в наших условиях, и не только в наших условиях, но повысить занятость населения. Второй способ включает развитие в сельском хозяйстве не сельскохозяйственных отраслей. Ну, скажем, допустим, развитие АПК, переработки сельхозпродукции и так далее, сеновал. В общем, много отраслей, которые должны помогать развитию села при наличии сельхозпродукции. И третий способ – это, здесь это все можно, я очень коротко все это вам объясняю и говорю, но третий способ – это внедрение в селах предприятия городского типа. Есть такие, скажем, консервный завод может успешно функционировать в селе, в любом территории сельскохозяйственной. Таким образом, дальше в Абхазии необходимо принять госпрограмму комплексное развитие сельских территорий. Это я много раз говорил и сегодня еще раз повторяю, это очень необходимо. Кому-то может показаться, что мы не забегаем вперед. Ничего. У нас уже есть примеры. Я, например, туризм в сельском хозяйстве в Гагском районе, около 7 объектов я уже насчитал о развитии в Гагском районе туристической направленности. Это очень здорово, очень хорошо. Ну и так далее, много здесь таких. Далее, важно, чтобы село имело сопоставимый с городом уровень благоустройства, но не утратило своих традиционных преимуществ. Соседство с природой, хорошей экологией, сохранило бы абхазский усадебный тип застройки, возможность выращивать собственные продукты питания, близость жилья и место работы и так далее. Абхазское село, дорогие друзья, это не только экономика сельского хозяйства, но и среда обитания значительной части нашего населения, где формируются нравственные основы народа, его национальная психология и историческая память. Решение президента объявить 2026 год годом села дает надежду на то, что это позволит уделить больше внимания проблемам сельских территорий и воплотить в жизнь немало интересных и нужных проектов. К сказанному хочу добавить вот что. По большому счету, чтобы население не уходило, сельское население не уходило в города, нужно элементарно создать рабочие места. Как просто, да, это все сказано, рабочие места. Для того, чтобы создать рабочие места, надо создать условия для этого. Я давно уже работаю в Сухумском открытом институте и в АГУ. Все студенты у нас спрашивают, мы готовим специалистов, я готовлю в Сухумском открытом институте агрономов-экономистов, а АГУ готовит агрономов. И выпускники часто спрашивают у нас, что мы будем делать, где мы должны будем работать после окончания этой специальности. Мы им объявляем, что все будет сделано. Люди пришли, отучились, но возвратиться в село они не могут, там нет рабочих мест. Поэтому я и сказал, что рабочие места надо создавать, и все будут проблемы решены с закреплением местного населения на местах. Еще тут, что я хочу сказать.
об экономической эффективности нашей работы на селе, скажем, экономической эффективности инвестиций. Вот мы немало получали и сегодня получаем инвестиции для развития сельского хозяйства. Я аграрник, поэтому интересуюсь этой отраслью. Вот. Значит, инвестиции, был у нас случай много лет, уже 8 лет тому назад, у нас была инвестиция на закладку фруктового сада. Затрачено 500 миллионов рублей, сегодня никакой отдачи нету. Об этом я тоже много раз говорил, и все, наверное, знают, надо отсюда делать выводы. Вот, например, вот сейчас заканчивается строительство молочного завода в селе Лабра Ачимчирского района. Заканчивается. Это тоже было 5 лет тому назад, начато строительство, и сегодня уже заканчивается. Я поинтересовался, откуда сырье. Там написано, четко написано, из местного сырья. Нет, дорогие друзья, из местного сырья молзавод такой мощности никогда не заработает. Почему? Сначала надо хотя бы построить 3 животноводческих ферм для обеспечения сырьем этого завода, потом начинать строительство. Я не прав? Прав. Все это знают? Знают. А почему Министерство экономики это утверждает в свое время? Вот другой пример. Сухумский молзавод. Они недавно, 2-3 года тому назад, отремонтировали, затратили 120 миллионов. И что получилось? Сырье выпили, они должны были завозить из России, Сочи, Адлер. Что за план? Что за ремонт? Слушайте, сначала построить собственные фермы в Гулигинском районе, в Сухумском районе, ближе всего к этому молзаводу, потом, слушайте, запускает не хозяйство. Мы неэффективно используем все, что имеем. К тому же, я прав, много таких фактов у нас есть, много. Давайте учтем, раз мы сегодня собрались, вот разговор ведем о развитии, комплексном развитии сельских территорий, чтобы сельская территория развивалась успешно, нужно вот эти вещи устранять. Надо организаторов туда пристроить. Я, наверное, очень много мог бы я сказать много, но сегодня в рамках нашей встречи я на этом, наверное, остановлюсь. Будьте здоровы, живите, здравствуйте. Дай Бог, чтобы когда в следующий раз мы с вами встретимся, о лучших делах разговор вели. Спасибо за